Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Предупреждение, спасение, помощь. Слоган МЧС, который знает каждый. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций придут на помощь всем и каждому, невзирая на дальние расстояния и погодные условия. О том, какие задачи стоят перед управлением в Якутии на текущий год, какие самые необычные звонки поступали на телефон дежурного МЧС, а также о том, как работают в Якутии женщины, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксенией Рахматуллиной. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер. Вот первый вопрос хотела вам задать про то, какие задачи сегодня стоят перед вами. Лето для сотрудников МЧС России – это горячая пора. Конечно же, в первую очередь это у нас работа в пожароопасный сезон. На текущий день у нас зарегистрировано уже более 1 миллиона гектар природных пожаров. К сожалению, эта цифра интенсивно растет, потому что температура повышается на июль месяц. Это всегда мы уже близки к показателям 2020-2021 года. Если сравнивать с прошлым годом, то это рост в порядке 3-4 раза. Задействовано около 2000 человек на тушение природных пожаров от всей территориальной системы РСЧС. Работает авиация МЧС России. У нас базируется в Якутии самолет Б-200, амфибия Хабаровского авиационно-спасательного центра. Также 2 вертолета Ми-8 с водосливным устройством, которые активно применяются сейчас в центральных районах Якутии. А какие прогнозы? Прогнозы у нас неблагоприятные, то есть у нас уже действует режим ЧС в лесах федерального характера. По прогнозу Якутского управления гидрометеостанции у нас температура растет, несмотря на то, что в Якутске сейчас проходит циклон осадков, вот дожди, но республика у нас большая, все-таки мы являемся самым крупным субъектом Российской Федерации, и то, что находится в центральных районах Якутии, на северных, заречных районах, в южных, может быть другая обстановка, но температура растет. Лето жаркое, соответственно, прогноз неблагоприятный, но мы готовы. У нас, как вы знаете, наверное, сотрудники МЧС России задействуются только в случае угрозы населенным пунктам, перехода огня от природных пожаров. Соответственно, у нас есть 5 сводных отрядов по крупным городам нашей республики. В готовности находится аэромобильная группировка из сводных отрядов специализированной пожарно-спасательной части и Якутского поисково-спасательного отряда. Вот вы сказали, что лето – это горячая пора, а вот как дела обстоят во время других сезонов? Какая загруженность? У нас каждый сезон уникален по-своему. К лету мы, наверное, еще добавим безопасность людей на водных объектах. Несмотря на то, что в республике у нас зафиксировано снижение как происшествий, так и гибели на воде, но наблюдая сводки по стране, к сожалению, во всей стране растет гибель, детская гибель. Наши сотрудники активно работают по этому направлению. Дальше ГИМС у нас переходит, естественно, в осенний период. Там уже у нас закрытие навигации, что, к сожалению, наши граждане не всегда успевают вовремя завершить свои дела к ее закрытию. Это активная работа для сотрудников ГИМС. Если говорить о сотрудниках ГПН, это же, конечно, профилактические и надзорные мероприятия на объектах жизнеобеспечения, подготовка к отопительному сезону, приемка школ, детских садов, проверка вообще в целом всех объектов с массовым пребыванием людей, переходящий этап, осенний в зимний. Зимой у нас это работа ледовых переправ, где у нас задействуются сотрудники ГИМС, опять-таки. Не даете им отдыхать, да? Мы никому не даем отдыхать. Как правило, зимой у нас увеличивается риск техногенных пожаров. Если летом мы в основном сталкиваемся с природными, с кустарниками, с травой на дачных объектах, то зимой у нас уже рост техногенных пожаров. И там, конечно же, наши сотрудники уже работают больше с населением, ходят по домам, также с ними общаются и, конечно, на тушении. Зимой очень сложно тушить пожары. А весной у нас всегда ежегодно весенний паводок. Конечно, работаем на предупреждение. На днях наш главный министр нашего министерства
провел итоги поводкоопасного периода по правкомиссии. Свыше 900 тысяч обращений зарегистрировано в госуслугах от жителей Якутии. Все заявки уже рассмотрены. Жители получают сейчас первую материальную помощь. Также после прохождения всех необходимых сверки документов уже начнутся выплаты по пострадавшим именно имуществу. Вот, поэтому ожидаем, ждем. Все жители, конечно же, после весеннего паводка получат денежные компенсации. Ну, объем работы у вас очень большой. Вот с кем из коллег сотрудничаете? Кто вам помогает в решении вопросов? Вот метеослужба, я знаю. Кто еще? Вообще в нашей системе, да, Российской Федерации есть единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. МЧС России является координирующим органом. В данном случае. Но в эту систему входят абсолютно все министерства, ведомства, организации жизнеобеспечения. Это могут быть государственные, коммерческие, некоммерческие предприятия. В зависимости от уровня ЧС, от уровня происшествия, кто относится по компетенции и чья помощь необходима, соответственно, тот орган и входит в данную систему РСЧС. Ну, давайте подойдем к вопросам уже, скажем так, более личного плана. Вот как много женщин работает в МЧС? Потому что не так часто встречаешь девушек в форме. Она вот на самом деле вам очень идет. Как часто у вас девушки работают? На самом деле женщин у нас работает много, ведь МЧС России, когда человек видит, да, в первую очередь он думает, естественно, о пожарных, спасателях, сотрудников ГИМС, кто непосредственно всегда мелькает. Женщины, они больше как у нас в тылу. За кадром, да? Да, за кадром, да, за кадром. Но, тем не менее, они выполняют большой объем работы. У нас диспетчера, как правило, это женщины во всех частях. Это те, которые первые узнают о пожарах, которые отправляют технику, необходимую на тушение пожара. И эмоционально, конечно, они первые, кто принимают на себя чужую боль, трагедию. И принимают важные решения. Да, и, конечно, принимают важные решения, потому что пока руководитель тушения пожара не прибыл на место, по факту он еще не знает ситуации. Поэтому очень большая ответственность лежит на наших девушках-диспетчерах, как в пожарных частях, так и в службе пожаротушения. Сотрудники ГПН, сотрудники ГИМС, инспектора тоже очень много женщин. Также в обеспечивающих подразделениях это кадровая служба, финансисты и другие необходимые наши подразделения, которые обеспечивают работу всего главного управления. Но есть ли девушкам какие-то поблажки? Поблажки нет. Дело в том, что кто надел погоны на свои плечи, уже несет ответственность, естественно, за свою работу, за свои действия, независимо от пола, мужчина ты или женщина. Ну, единственное, наверное, есть исключение, это при сдаче нормативов по физической подготовке есть разделение на мужчин и женщин, а также по возрастной группе. А что нужно сдавать на УФП? Нужно сдавать бег 3 километра, километр, челночный бег, комплексные упражнения – это отжимания, подтягивание, пресс. Ну, это основное, да. Можно заменить, конечно, плаванием, лыжами, там уже в зависимости от ситуации и сезона. Но вот насколько для женщины карьерный рост возможен в ведомстве? В нашей республике возможен, как, наверное, очень многие заметили, заместитель нашего главного руководителя Павла Сергеевича, главный государственный инспектор по маломерным судам Смирнова Урика Владимировна. Вот. Да, карьерный рост возможен. Да, женщины у нас занимают руководящие должности, поэтому как такового разделения, опять-таки, на пол нету. То есть, если ты хороший специалист, если ты знаешь свою работу, дорожишь ей и ответственно к ней подходишь, независимо от того, мужчина ты или женщина, ты добьешься карьерного успеха. Давайте немножко по профориентации пройдемся, скажем так. Вот как вы пришли в профессию? Почему именно МЧС это направление? Как вот вчерашним школьникам, наверное, думаю, интересно узнать, кто сейчас думает, куда пойти, кто вот надумал в МЧС идти. Вот насколько тяжело поступать и куда вообще поступают? Ну, у меня личный опыт, наверное, это даже больше личная история на самом деле.
Мы с родителями переехали из поселка городского типа, конечно же. Первое время, конечно, тяжело в столице устроиться. С родителями жили по разным домам барачного типа, двухэтажки наши деревянные. И в те годы, к сожалению, было очень много пожаров. То есть частый случай был, когда мы просыпались ночью. То есть ты смотришь через дорогу, а через дорогу горит чей-то дом. Горели рядом дома соседей. Были случаи, когда и мы, соответственно, тоже вставали по тревоге, назовем так. Вот. И эмоционально, конечно, подросткам это тяжело переживать. У меня есть еще младшая сестра, родители много работали, и как бы ты несешь ответственность. И я приняла тогда для себя решение, что не хочу жить в страхе, бояться, что ты сгоришь, что погибнут твои близкие, и что можно как-то это изменить. С 10 класса у меня родители были очень поражены. Я начала готовиться к поступлению в МЧС России, поступила в Москву, в Академию государственной противопожарной службы. Тогда был только 3-й набор девушек, и с регионов Дальнего Востока очень мало кто поступал. Но, тем не менее, отучилась 5 лет, приехала, вернулась в республику, работаю. Ну вот я знаю, что очень много командировок. Как найти время на все остальное? То есть я понимаю, что работа и жить хорошо, но жить и по-другому тоже нужно. Вот как справляться с обилием командировок? Сегодня ты здесь, завтра там, всегда на связи. Это же большая нагрузка эмоциональная на человека. Не может быть большой нагрузки, когда работа тебе в радость. Если ты работаешь по долгу своего сердца, ты понимаешь, что ответственность, которую ты несешь, и самое главное, ты видишь результат своей работы. То есть результат — это же, конечно, у нас снижение происшествий, это благодарность жителей нашей республики, благодарность ребят, с которыми я работаю. Когда ты это видишь, ты не можешь выгорать эмоционально. Конечно, тяжело. Командировки, каждая командировка особенно по-своему. Не бывает такого, что ты летишь Отдыхать, как будто, да? не то, что отдыхать, что вроде бы все вопросы решили, все четко, то есть все согласовано. Но ты приезжаешь на место, и обязательно что-нибудь произойдет. То есть то, что не входило в планы, что какие-то вопросы тебе нужно решать, что-то. И причем это нужно сделать быстро. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, да. Иногда бывает такое, что связи нету со столицей, да, с Якутском. И ты, естественно, принимаешь решение на себя. То есть сейчас себе на месте нужно решить определенный вопрос. То есть у тебя нет времени позвонить в Якутск, согласовать, что-то вот найти кого-то. Нет, ты решаешь все вопросы на месте. И это нужно делать сразу. А вообще, как вы работаете с такими большими расстояниями? То есть, действительно, у нас самый огромный регион. У нас в одном месте нет связи, в другом месте у нас вдруг нет дороги, весна, не знаю, там что-то произошло, не сезон. Как вообще с этим? То есть это же тоже дополнительный какой-то источник проблем в какой-то степени. Да, конечно, есть такой момент. Но в этом есть и своеобразная романтика. Как у геологов, да? Да, как у геологов. Ты к этому привыкаешь, ты радуешься. Особенно ты ценишь, когда ты возвращаешься с командировок. Это большая радость вернуться после тяжелого труда, после серьезных ситуаций, которые мы смогли справиться, которых решить, помогли жителям. И прям на душе хорошо, очень хорошо, спокойно. А как вас жители встречают? На моем личном опыте и памяти я не назову ни один район республики, ни один населенный пункт, где бы нас встретили плохо. К сожалению, сотрудники МЧС не приезжают по хорошим поводам. Редко, крайне редко. И мы нужны там, когда у человека беда. Несмотря на его эмоциональное состояние, где-то в каких-то моментах панику, конечно, сотрудников МЧС все жители нашей республики ждут, потому что они ждут и надеются на спасение и помощь, которую мы оказываем. Ну, я знаю, что вы не так давно летали в командировку на новые территории. Расскажите о ней, что делали, чем занимались.
Да, действительно, весной я была командирована Москвой на территории Херсонской области в составе оперативной группы. Когда ты находишься в оперативной группе, у тебя функционал задач расширенный. Мгм. То есть это всегда зависит от того, какую задачу тебе поставят. Конечно, первоочередная задача у меня была — это работа с личным составом, Мгм. то есть их настроение, их истории жизни, то есть как сотрудники готовы работать в нашем министерстве. Это внутренняя политика и, конечно же, на внешнюю это уже то, как видит население Херсонской области, наших сотрудников МЧС России, которые работают на территории данного субъекта, какое к ним отношение и, конечно же, имидж. Были различные вопросы как по гуманитарной помощи, по воспитательной работе, по кадровой службе, организация различных мероприятий, то есть направленных на имидж непосредственно министерства и самих сотрудников МЧС России в зоне. Были, конечно, сложные выезды, связанные с работой подразделений под обстрелами. В Херсонской области разделение есть 15-километровая зона, это вот линия фронта, где проходит вдоль Днепра. Также 30-километровая зона и непосредственно, где находится центр, уже не относится к линии фронта. Но ребята работают. Очень много было прилетов в Новой Каховке, в Алешках. Алешки и Голопристанский район. Боевики ВСУ очень часто обстреливали непосредственно лесной массив, чтобы от возгорания леса огонь перекинулся уже на населенные пункты. Мгм. То есть это очень тяжело работать под обстрелами нашим ребятам. Они действительно герои, вот, потому что эмоционально справляться очень тяжело. Конечно же, это, к сожалению, нехватка кадров, потому что не каждый пойдет рисковать жизнью. И учитывая, что если противник видит большую красную машину, Мгм. то это цель. Видит человека, сотрудника с надписью МЧС России на спине, это уже цель. Например, когда произошел прорыв Новой Каховки в Херсонской области, боевики обстреляли сотрудников МЧС России и уничтожили все лодки, на которых должны были эвакуировать людей. Когда наши сотрудники эвакуировали детей, естественно, в первую очередь, женщин, пожилых людей, они, мы общались с одним сотрудником, Мгм. достаточно тяжелая история. Они переправили через лодки, посадили в автобус, все вроде бы уже вот люди спасутся. И по этому автобусу произошел прилет, в котором находились только дети, беременные женщины и пенсионеры. Вот твой рассказ, у меня аж мурашки бегут, если честно. Это очень Да. страшно. И люди с этим живут. Они продолжают свою работу, они стараются улыбаться. То есть я никого не встретила, на самом деле, там эмоционально, скажем так, выгоревшим Мгм. человеком. То есть все понимают, что они делают, для чего они работают. Они работают для спасения. То есть если мы здесь работаем в целом, да, как мы привыкли, то там у них еще опаснее. То есть помимо стихийного врага есть еще внешний враг. И кто из них опаснее, Большой вопрос. Да? большой вопрос, да. Ну вот хочу вернуться к теме образования, потому что, чтобы быть хорошим, классным специалистом, нужно хорошо учиться. Расскажите, как проходила учеба, какие сложности были, радости. И вообще, мне кажется, что вот когда ты живешь там, где ты учишься, прям непосредственно, то это какая-то семья, что ли, уже. То есть это друзья, которые у тебя потом оказались в разных городах, концах страны. Вот как вы общаетесь, как учились? М. Как я сказала ранее, я училась в Москве Мгм. на казарменном положении. Вот. Ой, с моим характером это было очень тяжело. 5 лет, которые в целом прошли дружно. Конечно же, дружно. Мы все были молодые, со своими амбициями, со своим характером. Кого-то приструнили, где-то вот, помягче сделали. Тяжело было, В начале? да,
В начале было тяжело, потому что ты уезжаешь из семьи, ты уезжаешь из-под защиты родителей в другом городе, какие-то неизвестные люди, тебе не близкие, заставляют ходить тебя строем. Ходить в столовую, да? Вот столовую я очень любила. Да, вместо строя. Да. Большие физические нагрузки. То есть со слабым здоровьем ты не пройдешь. То есть все поступающие абитуриенты проходят у нас военно-врачебную комиссию, и категория погодности здоровья — это А. То есть самая Высшая категория, да, потому что, как я уже сказала, физические нагрузки очень интенсивные, они ежедневные. К физическим нагрузкам мы добавим большой объем информации, который потребляется уже непосредственно курсантам, поскольку это инженерный вуз. То есть это технические науки, и сил, если честно, мало остается уже на какие-то сторонние интересы, потому что очень много, первые, наверное, 3 года ты занят именно своей физической культурой, то есть культурой своего тела, и непосредственно интеллектуальной. Ну, общаетесь со своими Да, курсантами, коллегами? общаемся, конечно, общаемся. Я к многим езжу в отпуск. К сожалению, ко мне в Якутию никто не едет. Пользуясь случаем, приглашаем, да? Да, пользуясь случаем, конечно, приглашаем, но очень дорого билеты к нам в республику. Не каждый может себе позволить из центральной России, потому что у нас зарплаты высокие, но где-нибудь на юге зарплаты в 2-3 раза меньше, чем у нас в регионе. А так, посещаю коллег, мы постоянно созваниваемся. Месяц назад было нашему выпуску 10 лет, юбилейный. Я, к сожалению, не смогла присутствовать, потому что у нас в регионе уже шел весенний паводок, и я только прибыла с зоны предыдущей командировки. Конечно, ребята скидывали фото, видео. Очень рада была всех видеть, все изменились. Интересно. Ну, надеюсь, на 15 лет посещу выпуск. Будем надеяться. А вот как распределяют тех, кто закончил университет? То есть ты как-то, не знаю, тянешь из шапки регион или нет? Такого не бывает. Нет, такого не бывает. Заблаговременно каждый субъект Российской Федерации комплектует ту часть, которая ему необходима по сотрудникам. Соответственно, в Главное управление приходит на поступление 10 человек. Эти 10 человек уже закомплектованы от Республики Саха-Якутия. То есть ты по-любому получишь работу? Да, в любом случае, если ты поступаешь курсантом, не студентом, то есть если ты поступаешь по государственной основе, без работы не останешься. Бывает такое, ну, на моем выпуске, например, такое было с ребятами из Южного федерального округа. Ты закончил, но, к сожалению, Главное управление не может предоставить тебе должность, соответствующую уровню твоего образования. То есть напоминаю, что образование техническое, это высшее. Да. Соответственно, тебе предлагают должность уже другие субъекты Российской Федерации. И тогда уже можно выбрать. Там уже можно выбрать. Также в случае, если как-то семейные обстоятельства сложились, что ты хочешь работать в другом городе, подаешь документы в Главное управление того субъекта, в котором ты планируешь дальше свою жизнь, находишь себе место, проблемы нет с переводом. То есть ротация кадров есть, да, в какой-то? Да, конечно, ротация кадров есть. Здесь самый главный момент, что, заключая договор, ты заключаешь договор не с юридическим лицом Главного управления на поступление и дальнейшую работу, ты заключаешь непосредственно с МЧС России. То есть если сложатся обстоятельства так, что ты хочешь остаться либо в Москве, в Питере, во Владивостоке, где есть наши филиалы, да, нашего вуза, то с этим проблем, как правило, не бывает. Вот если вернуться на 15 лет назад, вот 10 лет был юбилей выпуска, 5 лет вы учились, вот поступили бы снова? Конечно. Я знала, на что я иду, кем я хочу быть. И я действительно считаю себя счастливым человеком, потому что каждое утро я просыпаюсь и радуюсь новому дню, иду на свою любимую работу. Конечно, временами бывает. Ну, у всех, я думаю, бывает. Да, но в целом, да, я счастлива, что я работаю в МЧС.
Ну вот, а вы можете дать совет нашим вчерашним школьникам? Вот как поступить? То есть у нас сейчас очень много вариантов для поступления, для развития. Вот как выбрать то самое направление, которое вот также через 15 лет будет радовать тебя утренними счастливыми пробуждениями и как бы самоудовлетворением от проделанной работы? Самый главный, наверное, совет школьникам в том, чтобы они действительно понимали, что они выбирают. Очень многие подвержены мнению родителей. Безусловно, родители всегда стараются сделать для ребенка все лучшее, все самое лучшее. И не всегда прислушиваются к его мнению. Мне в этом плане повезло. У меня родители всегда меня поддерживали, поддерживают и будут поддерживать во всех моих начинаниях, и никогда вопрос не стоял. И я бы хотела, чтобы, наверное, больше здесь родители обратили внимание на то, что хотят сами их дети. Да, подросток не всегда уверен в том, что он хочет, но лучше пусть он попробует, разочаруется, ему не понравится, и у него будет время поступить куда-то еще, чем он отучится 4 года, ну, это бакалавриат, или 5 лет, да, специалитет, и потом поймет, что ему в жизни это не нужно. И он разочаруется. Работа должна приносить радость. В первую очередь радость и удовлетворение того, что ты делаешь. И это закладывается в юности. Ну, будем надеяться, что они сделают правильный выбор. Вот вы много рассказывали про коллег. Давайте, может, как-то конкретизируем этот момент. Вот кто для вас является примером, каким-то, может быть, авторитетом таким хорошим, добротным? Самым главным авторитетом, ну, в нынешней моей должности это является мой непосредственный руководитель, генерал-майор внутренней службы Гарин Павел Сергеевич. Ввиду специфики своего характера я, как это мягко сказать, ну, не умею я держать язык за зубами, как это говорится. Если я вижу где-то несправедливость, если я вижу где-то проблему, я обязательно ее озвучу, я буду искать решение. И такая инициатива не каждому руководителю на самом деле по душе. И Павел Сергеевич был первым человеком, который, во-первых, дал мне большую ответственность, назначив меня с должности рядового инспектора отделения уже в нынешнее, возглавить уже целое направление деятельности. Я была молодым старшим лейтенантом. Он доверился мне. Он дал мне эту возможность почувствовать ответственность, свои обязанности, принимаемые решения. Это очень дорогого стоит, когда тебя ценят как специалиста, когда тебе доверяют, когда тебя уважают. Вот как руководитель, это вот первый, наверное, человек за всю мою карьерную службу, с которым я могу говорить с восхищением. Также по личным человеческим качествам. Он примерный семьянин, у него хорошая, замечательная жена, как он относится к детям. Даже вот в целом мы, когда работаем на мероприятиях с ним, у него вот дети вот в первую очередь. То есть ты видишь вот отношение человека. То есть это невозможно подделать. Да, это невозможно видно. подделать. Это вот чистое вот это вот добро, забота, радость, которую человек испытывает. Вот она в глазах вот видно сразу. И, конечно же, я восхищаюсь, наверное, его памятью. Такие объемы информации мне еще запоминать и запоминать. Вот. А он всегда, он знает все, где находится, что, какая обстановка, какая статистика сейчас, было в прошлом году, 5 лет назад, 10 лет назад. Сотрудников по именам, то есть он помнит, то есть мы очень часто летаем по командировкам и работаем, естественно, как спасатели, наши ребята, и Павел Сергеевич всегда со всеми вместе, то есть мы вместе кушаем, там супруга его стряпает какие-нибудь пирожки, там он целый пакет берет с собой, мы летим в вертолете, он угощает всех, мы сидим, разговариваем, обсуждаем, как сейчас вот мы прилетим, какие вот наши действия будут, и, конечно же, когда уже задачи завершаем, тоже, то есть его вот отношение к сотрудникам
к спасателям, к пожарным. То есть он каждому говорит спасибо, с каждым он находится на одном уровне, то есть он не завышает себя, как вот я вот большой начальник с большой звездой. То есть он на уровне всегда разговаривает с ребятами и, конечно же, благодарит их за работу. Это вот чисто человеческое и личное отношение. То есть оно очень ценится. Находит отклик среди коллег? Такое Конечно, отношение? конечно. Это отклик находится. И, наверное, несмотря на специфику нашего субъекта, то есть ни для кого не секрет, что мы промышленный регион, наша республика, и есть работа куда выше оплачиваемая, чем в МЧС. Особенно это города Нерюнгри, Мирный. То есть даже водитель пожарной части, получающий там от 60-80 тысяч рублей, человек может пойти куда-нибудь на вахту и будет получать 150-200. Но они не идут туда. Они работают в МЧС. Потому что, во-первых, ну, наверное, романтика у нас своя, да, Ну и работа. престижно, мне кажется, все равно. Это Престижно. как-то звучит гордо. Конечно, гордо. Нет, любой труд, он, конечно, должен оплачиваться. То есть никто нас не обижает в плане уровня зарплат. Но, знаете, недавно слышала фразу: там, где начинаются деньги, заканчивается Родина. Поэтому мы здесь не про деньги, не про зарплаты. Мы действительно работаем ради того, чтобы сделать жизнь нашего населения лучше По зову и сердца. безопаснее. Да. Ну вот Павла Сергеевича мы отметили. А вот хотела бы все равно спросить про женщин. Меня все интересует этот вопрос. Как девушки у нас в МЧС поживают. Вот кто-то есть для вас прям такой тоже пример, говорящий, скажем так? Говорящий пример — это вот наша Аурика Владимировна. Ну и многие ее знают. Она, несмотря на то, что она тоже является главным государственным инспектором, она вместе с инспекторами выходит в рейды и на ледовые переправы зимой в -50, и летом по пляжу. То есть она всегда работает с населением. Энергия этой женщины, мне кажется, она заряжает, наверное, весь центр ГИМС, который есть. Он прям такой вот огонек, факел, который вот мы должны работать, вот мы всегда есть, вот никто кроме нас. Вот, наверное, это Аурика Владимировна. То есть, ну, восхищаюсь, конечно, ее силой, энергией и, конечно же, уровнем той ответственности, которая лежит на ее плечах, и как она справляется со всеми проблемами, которые возникают. Вот вы сказали, что мероприятия проводите. Расскажите, это по профилактике? У нас есть надзорные мероприятия, есть профилактические мероприятия. И есть, конечно, мероприятия, которые направлены на социальную работу и так называемую благотворительность. К надзорным мероприятиям у нас относятся проверки, которые проводят сотрудники органов Госпошнадзора. Профилактические рейдовые мероприятия относятся к сотрудникам Госпошнадзора и инспекторов ГИМС. То есть это уже непосредственно общение, беседы с населением, ну, очень эмоционально затратные, потому что хочется услышать, какая есть проблема у человека, и донести ему информацию о том, как ему себя обезопасить, что самое сложное на самом деле. Вот элементарно, наверное, ситуация. На 203-м погиб ребенок. К сожалению. К сожалению. Буквально за час до этого там проходил рейд сотрудников ГИМС. Буквально вот за час сотрудники проезжали, раздавали всем листовки, общались с родителями, со взрослыми, что, пожалуйста, следите. И все равно произошла трагедия. И для сотрудников, на самом деле, это очень тяжелый момент. Это так называемая профдеформация. Мы привыкаем к мысли, что невозможно спасти всех. То есть как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, то есть, к сожалению, произойдет трагедия. И очень многим тяжело принимать это. То есть, да, есть свой специфичный какой-то юмор, где-то грубость, где-то отстраненность. Например, когда я работала в дознании, тебе нужно опросить человека. У него погибли дети, жена, бабушка, на пожаре сгорел дом.
а тебе нужно установить всю картину, которая была. И ты начинаешь эмоционально отстраненно разговаривать с человеком, потому что хочешь вытянуть из него факты. Мгм. Ты можешь потратить на это 2-3 часа, и тебе могут грубить, могут оскорблять. Конечно, мы это все принимаем на себя, и ни на кого мы злость, обиду не держим, потому что это эмоциональное состояние у человека такое. Мы все это держим внутри себя. Мгм. Потом где-нибудь домой, ну, с кем не общалась из коллег, домой на самом деле никто не приносит эти истории, никто их не рассказывает. То есть мы обсуждаем это с коллегами, то есть из тех, кто поймет. Мгм. И потом ты, конечно, переносишь эту ситуацию, но в момент трагедии, да, происшествия, у тебя нет выбора, как, ну, показать себя, ты не можешь показать себя слабым. Ты должен показать себя с сильной стороны и помочь человеку. Да, может быть, где-то в какой-то момент это может насильно помочь, но у тебя нет выбора. Ты сейчас беспокоишься за него. Действуешь во благо. Действуешь во благо, да. И ну, по первости, конечно, когда человек еще не прошел этот период принятия горя, да, в своей жизни, он эмоционально воспринимает нас как сухих, черствых, бездушных. То есть разные слова на самом деле звучат в адрес сотрудников. Но мы понимаем, что человек это делает не со зла, ни в коем случае не делает это со зла. Потом, когда приходит принятие уже горя, приходят, пишут о том, что спасибо, помогли, спасли, где-то имущество, где-то скотину, там разные ситуации бывают. Вот со временем это приходит А человеку. психологи работают? Да, конечно, психологи работают, и есть психологи, как МЧС России, у нас Мгм. есть целое подразделение, есть психологи РСЧС. В случае вот происшествия любого, где вот в республике не находилась, выезжает психолог МЧС России, если это в Якутске, Мгм. да, редкость, когда наши психологи отправляются, но это только на очень крупные происшествия, где была массовая гибель. Массовая гибель у нас считается от 5 человек. На такие уже, конечно, происшествия выезжает психолог ведомственный. Если это отдаленная зона, то уже психологи РСЧС работают и по телефону психологи главного управления. Но при крупных происшествиях, даже с наличием большого штата психологов, ты единоразово не можешь оказать помощь. То есть представьте себе, горит жилой дом, многоквартирный жилой дом. Жильцов там будет, ну пусть человек 50. Мгм. 4 психолога. 4 психолога на На 50 50 человек. человек. То есть ты не соберешь вот так вот вокруг себя. Потому что работа психолога — Это это работа индивидуально. индивидуальная, Да, это согласна, точечно. конечно. То есть психолог в первую очередь подходит к тем, кто нуждается прямо сейчас, остро нуждается. Конечно же, в зависимости от состояния, если это у кого-то есть истерика, неконтролируемая агрессия. То есть с этими людьми в первую очередь работают психологи. И они работают индивидуально с каждым. Конечно, там уже по мере загрузки они обсуждают, проходят все эти 50 человек, но это тоже время. Мгм. Ну и хочу вас в завершении нашей программы спросить, скажем так, закончить на хорошей ноте. Какие планы, какие задачи на ближайшее будущее лично у вас и по работе? Лично у меня на ближайшее будущее — это закрыть пожароопасный сезон. Миссия. Да, миссия — закрыть пожароопасный сезон, конечно, чтобы у нас никто не пострадал. К сожалению, у нас в республике есть в истории сгоревший населенный пункт в период лесопожарного сезона. И искренне надеюсь, что мы не допустим этого. Но жители должны быть бдительны, сами внимательны. Конечно же, не нарушать требования пожарной безопасности. Надеюсь, что к сентябрю мы подойдем с показателями ниже по пожарной опасности, горимости леса. Отработаем, не допустим перехода огня. Все жители будут довольны. И я поеду в отпуск в Луганск.
Отличный план. Ксения, я благодарю вас за интересную беседу. На этом наша программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.